Добрый день, уважаемые зрители, с вами Международный деловой совет. Всем известно, что в стране должны создаваться благоприятные условия для ведения бизнеса. И как раз вот 15 лет назад с целью упорядочения или улучшения рассмотрения споров, возникающих между предпринимателями, был создан Международный третейский суд при торгово-промышленной палате. Сегодня уже 15 лет прошло, и мы можем подвести некоторые итоги, посмотреть, насколько устоялся данный институт в Кыргызстане, какие плюсы, минусы были за историю существования данного института. И данную тему мы сегодня обсудим с нашими участниками. Это Шамарал Майчиевым, председателем Международного третейского суда при торгово-промышленной палате, и Айбек Мелисхановичем Чокошевым, арбитром Международного третейского суда, председателем правления банка Толубай, главным редактором общественного рейтинга. Здравствуйте, коллеги, спасибо, что пришли сегодня к нам. Спасибо, что пригласили. Вам спасибо. Ну, давайте не будем отходить далеко от кассы, в принципе, в своем вступлении я уже первый вопрос задал, наверное, 15 лет прошло, можно подвести определенные итоги. Шамарал Юсупович, может быть, сможете буквально вкратце рассказать, каково ваше мнение? Состоялся ли данный институт в Кыргызстане на сегодняшний день? В 2002 году Международный третейский суд был создан, и первая практика началась с 2004 года. И на сегодняшний день нам поступило за все эти годы 828 исков. Рассмотрено 772 иска. Но это на 1 января. Но уже с 1 января по сегодняшний день рассмотрено 100 дел. То есть можно смело говорить, что институт состоялся. Общая сумма исковых требований превышает более чем 77 миллионов долларов. Если в суммовом выражении, это более 3 миллиардов сомов. В чем он состоялся? У нас есть устойчивый список арбитров. Туда вошли более 100 арбитров местных и более 100 арбитров из более чем 25 стран. Сейчас мы занимаемся тем, что увеличиваем количество арбитров и их международное представительство. Также надо отметить, чем интересен третейский суд. Мы у государства не берем ни копейки. Более того, в прошлом году, последние годы мы платим ежегодно в общем около 2 миллионов сомов налогов. Помимо этого мы оплачиваем арбитрам их вознаграждение. И сами же арендуем рабочие места, где рассматриваются дела. Если это крупное международное дело, то тогда мы специально нанимаем помещение, чтобы было удобно для спорящих сторон, чтобы было удобно арбитрам, так как в этих случаях участвуют иностранные арбитры и местные арбитры. Поэтому самое главное в третейском арбитраже, мы в настоящее время выступаем площадкой для того, чтобы споры как внутри государства, так и с иностранным участием могли эффективно рассматривать на нашей площадке. Спасибо. Айбек Мелисханович, Шамарал Юсупович в своем выступлении сказал, что в среднем было рассмотрено порядка 800 дел в рамках Международного третейского суда. Но я уверен, что это не предел, то есть может быть гораздо больше дел рассмотрено в рамках арбитража. Почему на сегодняшний день предприниматель в полной мере еще не реализовал возможности, которые предоставлены ему данным инструментом? В чем заключается? Это недоверие к данному инструменту? Может быть, малая информированность или есть какая-то другая причина? Я думаю, больше, наверное, малая информированность, потому что когда люди будут больше информированы, я думаю, проблем с недоверием у третейского суда не должно быть. Из самого названия третейского суда следует, что это главный корень в слове здесь третий означает. Это спор, когда обе стороны обращаются к третьему лицу, которое этот спор им
должен рассудить. Соответственно, по регламенту Третейского суда и по закону о Третейских судах в Кыргызской Республике каждая сторона имеет право избрать своего арбитра. Если дело рассматривается единоличным арбитром, они, обе стороны, должны сойтись на кандидатуре одного человека. Если они не сойдутся на кандидатуре одного человека, тогда это лицо назначает сам Третейский суд. Если спор рассматривают состав из 3 арбитров, то тогда гарантированно каждая сторона избирает по одному своему арбитру. Эти 2 арбитра потом избирают самостоятельно 3-го арбитра. Сам уже аппарат Третейского суда в этом вопросе не участвует, он только обеспечивает сопровождение этого дела, просто обеспечивает площадку, условия для рассмотрения спора. Потому что по закону Третейский суд это не, опять же возвращаюсь к слову, аппарат Третейского суда, а именно сам состав. Это либо единоличный арбитр, если по регламенту стороны оговорили, что будет 1 человек рассматривать спор, либо 3 арбитра. Поэтому вопрос недоверия к составу арбитра, я думаю, здесь сам по себе должен отпасть, потому что самостоятельно истец и ответчик участвуют в его избрании. В отличие от государственного суда, где судьи, вы все знаете, они назначают. И тем более там одни и те же судьи. Алексей Михайлович, вот наверняка должно быть какое-то разительное отличие, да, международного третейского суда, да, в функциях и привычных для нас судов по экономическим делам, судов общей юрисдикции и так далее. Да? То есть вот, когда мы говорим о предпринимателе, что его должно в первую очередь привлечь в международном третейском суде, в отличие от вот, судов, национальных судов, да, вот Кыргызстана? В чем изюм, скажем так? Ну, может быть, одной из особенностей это то, что спор рассматривается в одной инстанции. Вот тот решение, которое будет вынесено по делу, оно окончательное и обжалованию не подлежит. В государственных судах по процессуальному законодательству предусмотрено 3 инстанции, не говоря о том, что каждая 2-я, 3-я инстанция может отменить дело и вернуть на новое рассмотрение. И этих тяжбы могут затянуться на года. Соответственно, там еще есть проблема загруженности государственных судов, это объективная причина. А в Третейском суде проблема не стоит, и у нас есть даже в качестве инструмента 2 регламента: ускоренный регламент и обычный регламент. И его отличие это только если стороны избрали рассмотрение спора по ускоренному регламенту, то этот спор может рассмотрен быть быстро, в частности от 1 до 2 месяцев. То есть скорость принятия решений абсолютно, как один из основных абсолютно, факторов, да. А, допустим, в вопросах правоприменительной практики, в вопросах использования законов, то здесь, в принципе, различий не должно быть, потому что мы все работаем по одним законам, по одним правилам. Единственный еще нюанс, то, что наши арбитры, это все в основном практикующие юристы. И если, допустим, состав состоит из 3 арбитров, то там допускается участие арбитров даже не имеющих юридического образования. Это просто могут быть профессионалы из, например, если спор связан, например, с горной добывающей отраслью, вполне в качестве одного из или 1-го или 2-го арбитра могут взять специалиста из этой области. Там единственный нюанс только, чтобы председатель состава был юрист, чтобы он мог вести дело строго в соответствии с процессуальным законодательством, это соответствует регламентам и так далее, и правильно применять закон. А уже нюансы такие, которые, в принципе, могут реально не знать сами судьи, просто потому что они не специалисты в конкретной отрасли, то здесь, я же говорю, не нужно привлекать экспертов, здесь прекрасно осведомлены должны быть арбитры. Функционал достаточно интересный. Вот единственное, у меня в связи с той информацией, которую вы предоставили, возникает следующий вопрос. Например, когда мы говорим о национальных судах, да, то механизм исполнения принятых решений, он достаточно понятен. Да? А чем обеспечивается исполнение решений, которые приняты в рамках Международного третейского суда? И является ли он обязательным к исполнению, или он имеет просто рекомендательный характер? Вот можно об этом поподробнее? Нет, наша страна является стороной Нью-Йоркской конвенции по исполнению решений международных арбитражных судов. И в нашем Гражданском процессуальном кодексе есть специальный раздел «Исполнение решений международных судов». В отличие от национального суда, наше решение исполняется в более чем 150 странах. При этом процедура исполнения осуществляется в судах общей юрисдикции той страны, где идет исполнение.
Вот суть Нью-Йоркской конвенции в этом. В том же порядке, как и решение судов общей юрисдикции. На сегодняшний день где-то более 47 дел у нас принято решение в отношении других стран. Более чем 13 стран. Да. Например, Сторон из других стран. Да, например, в отношении Китая у нас было вынесено 7 дел. Из них 4 это в Гонконге. Они исполнены по факту? Но они находятся, здесь одна специфика есть, то что по правилам сторона должна добровольно исполнить решение. Поэтому, как правило, сама по себе исполняемость, она высокая. Но так как эти дела в различные годы были приняты, некоторые дела они исполнены, в некоторых мы не знаем еще судьбу, как оно исполняется. А в чем заключается вот принудительная составляющая? То есть, если, например, не исполнено в добровольном порядке, то есть какой-то механизм и Да, то есть принудительного? обращается в суд общей юрисдикции. Суд общей юрисдикции выдает исполнительный лист. По Но у них- местонахождению. Да, по местонахождению. Но у них есть несколько оснований, по которым они могут отказать в выдаче исполнительного листа. То есть не отменить решение Третейского суда, а только отказ в выдаче исполнения. Если нарушена процедура, вот одна из них, если нарушены процедуры, то тогда дело возвращается в Третейский суд, Международный Третейский суд, и там заново может быть рассмотрено с целью устранения тех обстоятельств, которые послужили для отказа в выдаче исполнительного листа. У нас эти страны, в отношении которых были вынесены, вот 13 стран, там Израиль, Россия, вот недавно Турция тоже около 5 решений, Таджикистан. При этом надо отметить, что в нашем Третейском суде есть дела, в которых судятся 2 иностранца. Это не исключается абсолютно. Если они выбирают, то наш суд может выступить площадкой для разрешения их вопроса. Это уже вопрос, который отражается непосредственно в самом договоре, да? Когда, Да. В Третейском Да. соглашении. Да. И вот по исполнению, если он уходит в зарубежную страну, то это решение переводится, происходит процесс легализации, и он передается в суд общей юрисдикции. В Турции тоже одно из решений как бы находится на стадии исполнения Верховного суда Турции. Да, на самом деле видно, что институт, да, Международного Третейского суда, он достаточно важный и призван рассматривать дела не только внутри субъектов экономической деятельности, например, нашей страны, но также и между иностранными инвесторами и так далее. Это накладывает очень большое обязательства на арбитров, да, которые входят в состав Международного Третейского суда. Несмотря на то, что уже вы дали вводную относительно арбитров, да, Международного Третейского суда, все же не могли бы вы, Шамрал Юсупович, как в недавнем прошлом председатель Совета по отбору судей, сказать более подробно о критериях, ведь о критериях потенциальных арбитров, потому что я понимаю, знаменитый юрист, там, не знаю, там, специалист там, в конкретной сфере, но здесь должно быть такое вот нечто большее, да, что предоставляло бы возможность вот этому лицу оправдать высокое доверие, которое вот налагается вот вашему институту. Очень хороший вопрос. Самый главный критерий – это доверие этому арбитру. Кто такой арбитр и что он делает? Если плотник продает столярное изделие, то арбитр продает свою репутацию. И чем больше у него репутация, тем больше его избирают. Вот в нашем составе есть из Стокгольма арбитр, сумма гонорара, которая составила не в нашем суде, а в зарубежном суде, $16 миллионов. Разовый платеж. Да, разовый платеж. Это его гонорар. Это его гонорар. И, соответственно, он наиболее избираем, потому что стороны знают, что он тщательно, объективно, быстро рассматривает дела. В данном случае необходимы важные личностные качества и профессиональные качества. Поэтому арбитр и арбитражный рынок – это репутационный рынок. И об таких арбитрах, конечно же, предприниматели знают. Они стараются из списка арбитров выбирать. Но есть арбитражи, в котором нет списка. Нет списка. Если сторона его избирает, он приходит в этот арбитраж и в соответствии с регламентом этого арбитража рассматривает дела. Поэтому
Так как мы молодой институт, относительно 15 лет это ничто, поэтому у нас есть список обязательный, и мы постарались включить в этот список тех арбитров, которые уже, я имею в виду сейчас по международным арбитрам, которые уже в списках крупных арбитражных институтах. А какое количество вот арбитров сейчас вот на сегодняшний? То есть я так понял, именно в нашем международном третейском суде есть списки, да? Да, на нашем сайте есть общий список, там говорится, кто он, где работает, по каким делам специализируется и какие языки знает. Потому что язык это важно в этом. Это язык судопроизводства. Да, язык судопроизводства, потому что в третейской оговорке оговаривается язык судопроизводства. Но и, соответственно, иностранные арбитры практически все высокого класса. Допустим, у нас из Дубая один арбитр есть, он узкий специалист, он даже не юрист. Он занимается взлет-посадкой самолетов. Авиационное право. Да, авиационное право. И в этом он специалист. Разумеется, если возникнет спор между воздушным судном и аэропортом или авиакомпанией, то сторона может его выбрать, потому что он в мире известен именно как специалист в этой области. Спасибо. Абик Плесханович, вот когда я вам задал вопрос о том, почему на сегодняшний день не реализован в полном объеме потенциал Международного третейского суда, вы сказали, что это малая информированность, да, или там недостаточная информированность предпринимателей о данном инструменте. Вот. Но помимо этого наверняка существует, помимо вот положительных сторон, которые мы сейчас с вами обсуждаем, наверняка присутствуют еще и отрицательные стороны. Вот, например, я предполагаю, что возможность обжалования судебных решений в 3 инстанциях для кого-то может быть, наоборот, положительной возможностью. Вот. Какие, помимо того, что мы уже сегодня обсудили, отрицательные стороны в рамках Международного третейского суда вы видите, да, и каким образом они могут быть преодолены? То есть для чего я этот вопрос задаю? Потому что зрители должны знать не только положительные стороны, но и обратную сторону медали, которая дала бы им пищу к размышлению, да, а потенциальным бизнесменам, которые хотели бы воспользоваться услугами, скажем так, Международного третейского суда, эти, скажем так, краеугольные камни избежать. Пожалуйста. Мне сложно сразу высказать конкретные негативные моменты. Ну, например, то, что вы говорите, для стороны удобнее 3 инстанции пройти, чем одну, я вам простой пример приведу. Если вы участвуете в третейском разбирательстве, сторона, которая подает иск, она оплачивает арбитражный сбор. Он составляет, согласно специальной таблице, определенную сумму. Также на сайте даже есть специальный калькулятор, куда можно ввести эти цифры, вам выдадут эту цифру. Эта сумма отличается от тех сумм, которые установлены постановлением правительства об утверждении государственной пошлины в суде. Она меньше обходится. Сейчас, чтобы обжаловать 2-й, 3-й инстанции, нужно также платить пошлины. Я не думаю, что сторонам будет выгодно это оплачивать, потому что, например, вот у нас есть споры, когда судятся граждане, например, и юридические лица, или даже между собой граждане по вопросам, например, займа. Если бы они обратились в государственный суд, они бы оплатили бы сначала 10% от суммы спора, во 2-й инстанции 5%, в 3-й инстанции 2,5%. Получается, если дойти до Верховного суда, сторона, которая хочет судиться и жаловаться дальше в другие инстанции, должна заплатить 17,5%. Понимаете? Это, я думаю, неправильно. Во-вторых, это долгие сроки рассмотрения. А если так посмотреть, то 2-я, 3-я инстанция, особенно если 3-я инстанция, она же спор по существу уже не будет пересматривать. Они могут только пересмотреть вопросы, связанные с процессуальными нарушениями. Все равно в 1-й инстанции государственного суда и в самом третейском суде весь спор должен рассматриваться в 1-й инстанции. Поэтому я считаю, здесь, если сторона не собирается злоупотреблять правом и просто тянуть время, то, я думаю, ей не должно быть хуже в третейском суде. Единственное, нужно в третейском суде выкладываться, так как это 1-я инстанция, сразу, а не так, что у нас в принципе есть такая тактика у некоторых даже адвокатов, которые предлагают своим клиентам, что в 1-й инстанции их не интересует результат, будем правду искать во 2-й или в 3-й инстанции. В том числе это бывает немножечко еще и не по закону способы. Я не буду их конкретизировать.
Поэтому в Третейском суде вопрос, например, коррупции арбитра практически исключен, потому что арбитр в любом случае получает свое вознаграждение в виде гонорара по делу, независимо от результата, как он вынесет. И самое главное, это то, что Шамрат Супович говорил, это репутационные риски. Для арбитра Третейского суда, у которого арбитраж это не является его единственной основной профессией, он не уходит на пенсию или в отставку с этой должности. Он, как правило, успешно работает в других сферах. А Третейский суд, где он участвует, где, например, в год он может 2-3 дела рассмотреть, кто-то больше, а кто-то может всего одно дело в своей жизни. Для него это фактически, да, кто-то вообще не рассматривает. Это, по сути, признание его профессионального уровня. И фактически это закон о третейских судах, наш регламент и, самое главное, Конституция Кыргызской Республики, где говорится о том, что стороны и граждане имеют право альтернативным способом решить свои споры путем третейского суда. Он попросту, этот арбитр получает фактически такую, можно сказать, власть принять решение, потому что, как Шамрат Супович сказал, решение третейского суда признается в более чем 150 странах мира. И для примера я хочу сказать, это второй документ после Устава ООН в международном праве по количеству участников. Ни один другой международный договор не может собрать столько и не собрал участников. Больше 150 стран. Например, решение Кыргызского государственного суда за рубеж, если поедет, он может исполняться только в той стране, с которой у самого Кыргызстана есть двусторонний международный договор или какой-нибудь договор в рамках, например, Евразес и так далее, СНГ. А 150 с чем-то стран мира, это, наверное, говорит о многом. Абсолютно. И вот еще один момент есть. Окончательность – это, наоборот, достоинство Третейского суда во всех странах. Почему? Сам дух разбирательства заключается в чем? Когда стороны приходят к разбирательству, и стороны знают, что решение будет окончательным, обжалованию не подлежит, они уже реально, извешенно относятся к своим доводам, к своей позиции. И, как правило, у нас очень много мировых соглашений. Потому что он не знает, в какую сторону вынесет арбитр. И каждая сторона так, другая сторона тоже не знает, в какую сторону вынесет. Они могут предполагать, исходя из своих доводов. Но окончательно не знают, и они знают, что его никуда не обжалуют. Поэтому они думают, лучше нам пойти на компромисс, чем получить непонятный конец. И вот отличие от общего суда в том, что в общем суда, как правило, ужас без конца. Первая инстанция, вторая, третья, опять возвращается, первая, вторая, третья. А у нас они полагают, что может наступить сразу ужасный конец. И поэтому более взвешенный подход. Уступают друг другу. И идут на компромиссы, уступают. Я вот даже просто приведу пример, Шамрат Супович не знает, наверное, еще, до него информация не успела поступить. Буквально вот на этой неделе у меня 3 моих последних дела закончились миром. Вот. Это у меня такое тоже не каждый раз бывает, но успешно получилось, что в ходе переговоров сами стороны, и я со своей стороны тоже, можно сказать, немножко как медиатор поучаствовал и убедил обе стороны, и они пришли и договорились. В каких-то случаях по должникам дали им хороший срок, а в каких-то случаях просто истец снизил требования. И правильно Шамрат Супович тоже сказал, в Третейском суде даже истец, он прежде 7 раз отмерит, потом 1 раз пойдет только в суд. Потому что если он неправильно подготовит или неправильно оценит свои юридические возможности, он вполне может даже проиграть в суде. И если он проиграет в суде, он уже снова не сможет с этим вопросом вернуться. В государственных судах эта проблема так не стоит. Там можно подать, отозвать иск, потом снова подать, понимаете. Я не критикую государственную систему, просто у нас есть еще отличия. Потому что в третейских судах все-таки рассматриваются споры между предпринимателями, ну или, грубо говоря, гражданские споры, гражданские между лицами. Это граждане, юридические лица. В государственных судах там же споры бывают на разные темы, и мы не все полностью споры судебные можем рассматривать. Поэтому в любом случае суды всегда превалировали в спорах между гражданами и юридическими лицами и будут превалировать. Мы просто отдельные категории рассматриваем. Но там тоже есть проблема разной подготовки. И действительно, там в этой части, может быть, иногда бывает, даже если все наши вот зрители отмечают, кто участвовал в судах, суды иногда даже встают немножечко на сторону более слабой стороны, немножечко фактически помогают при рассмотрении дела, задавая определенные вопросы, там, назначая определенные экспертизы. В Третейском суде арбитру не разрешается вести активную позицию. Он только выслушивает стороны. И если сторона себя сама достойно защитить не может, он не может своими действиями помогать, потому что он попросту может быть подвергнут отводу
Понимаете? И это реально Да, то есть сдерживает. основной принцип Фемиды с закрытыми Реально, глазами, вот, он здесь реализуется арбитр 100%, фактически, да? действительно, вы правильно заметили, сидит здесь с закрытыми глазами. Он только смотрит те документы, которые ему стороны подают. И бывают действительно такие случаи, когда сторона просто неправильно себя защищает, и арбитр никак не может это подсказать, потому что это абсолютно нарушается принцип состязательности сторон. Спасибо. Шамрал Юсупович, вот я думаю, зрителям будет интересно узнать структуру дел, которые были рассмотрены. Я имею в виду, если мы можем классифицировать, или можем ли мы классифицировать дела по направлениям. По категориям, да? По категориям, да. Да, абсолютно. Мы это делаем практически по каждому делу. Потом проводится статистика. За все годы, если взять, которые мы рассматривали, то 83% это договоры займа и кредита. Но если по годам взять, то есть годы, в которых это было где-то 65-70%. Споры, связанные с договорами купли-продажи, 6%. Споры, вытекающие из рынка ценных бумаг, 3%. Споры, касающиеся услуг, договоров по оказанию услуг, 2%. Споры, связанные с договорами подряда, 2%. И с договорами аренды 1%. Но если взять эквивалент стоимостный, то как раз картина все повернется по-другому. Споры, касающиеся займа и кредита, наверное, будет занимать где-то 20%, а остальные споры, они уже по суммам больше. То есть это вокруг $1 миллиона, 10 миллионов. Да, у нас здесь 20. споры более 10 миллионов долларов Да. в одном деле рассматривались. Да. А были ли в практике дела, когда стороной выступал государственный орган? То есть я так понимаю, что если в договоре Есть стороны оговорка, заключат, да. да, что, например, государство является одной стороной, допустим, каких-то правоотношений, и в этом договоре определено, что они могут прибегнуть Нет, к такие споры функции есть? Международного Да, третейского суда. Есть, у нас, да? да? Там есть просто нюансы такие, когда если здесь затронуты публичные правовые отношения, то здесь, конечно, третейский суд не может эти споры рассматривать. Поэтому арбитр не принимает дело и безоговорочно не рассматривает. Его самое основное первое определение, которое он выносит при принятии, это он должен признать собственную компетенцию и арбитрабельность спора. Вполне может оказаться, что стороны в своем соглашении указали, что спор будет рассматриваться в третейском суде, но арбитр, приняв дело, он может отказать и сказать, что данный спор он рассматривать не имеет права, так как по закону о третейских судах есть конкретный перечень, где какие споры рассматриваются в третейских судах, а остальные, если они не упомянуты, они не могут рассматриваться. Поэтому я сразу отмечаю, что нельзя все подряд любые споры относить. Понимаете? Например, споры, связанные с юридическими фактами, установлением, например, о разводе, о разделе имущества, связанном тоже с разводом, например. Потом такие вещи, как дела, связанные с банкротством. Эти споры третейский суд рассматривать не может. Не подсудный, да? Да. Поэтому даже такие дела, если к нам приходят, мы обязаны отказать, и на основании этого определения об отказе у сторон появляется тогда право идти в государственный суд. В любом другом случае, если у сторон в своих соглашениях или договорах указана третейская оговорка, то государственный суд, согласно Гражданскому процессуальному кодексу, он не имеет права это дело принимать. Соответственно, суд тоже выносит определение об отказе в принятии дела и передает это дело в третейский суд. Спасибо, коллеги. Вот как я и говорил, в самый разгар нашей беседы уже время подходит к концу, поэтому я сейчас постараюсь вам задать последний традиционный вопрос, который в рамках нашей передачи мы освещаем, мы задаем. Возможно, у вас есть какие-то рекомендации, возможно, нужна какая-то помощь от государства, возможно, какой-то призыв бизнесменам, я не знаю. Вот все, что вы хотели сказать, сейчас вот прекрасная возможность обратиться, если можно вкратце. Начнем тогда с председателя. Да, с председателя. Я хотел бы сказать, что сейчас практически по всей Центральной Азии развиваются арбитражи, и в мире это было давно известно, практически 90% хозяйственных дел, экономических дел рассматривается в третейском суде. Третейский суд можно назвать спор, в котором и сервис можно назвать. Можно его назвать первоклассным сервисом с той точки зрения, что сторона может получить качественную услугу по разрешению спора. Для этого
Практически ничего не надо делать. Просто зайти на сайт Третейского суда, выбрать удобную для предпринимателя оговорку и в последующем Включите выбрать договора. арбитра, если у них возникает спор. Как правило, наше как бы предположение, примерно вот 1000 споров, которые у нас заявление, например, как поступает в этом году, скорее всего, такая сумма и будет, да? Это из примерно 6000 арбитражных оговорок. Если будет арбитражных оговорок больше, то и споры, которые рассматриваются, тоже будут больше. Но у всех должна быть альтернатива. И Третейский суд, вот сейчас вышел закон о медиации, медиативное соглашение. Это хорошее подспорье как для общества, так и для государства, и в первую очередь для самих спорящих сторон. Спасибо. Ну, я единственное, практические моменты хочу только показать, что правильно Шамрал еще обратил внимание, чтобы узнать, что такое Третейский суд, это обратиться на наш сайт, это arbitr.kg. Ну и самое главное, действительно, все силы свои соизмерить. Если сторона добросовестно, не злоупотребляя положением другой стороны, намерена добиться правды, тогда добро пожаловать в Третейские суды, и наши арбитры, которые будут избраны самими сторонами, постараются им вынести справедливое решение. Оно будет, самое главное, законное и справедливое. Спасибо, я тоже свою вескую лепту внесу. На самом деле очень важно, когда в стране внедряется какой-то институт, да, или какой-то инструмент, вот в данном случае Международный Третейский суд, очень важно не просто его создать, но и предпринимать максимум усилий для того, чтобы он развивался и в конечном итоге достиг тех целей и задач, которые перед ним ставились в полном объеме. Да? Поэтому, я думаю, совместными усилиями будем стремиться к этому. И я надеюсь, нас ждет большое будущее именно в этом направлении. Уважаемые зрители, спасибо за внимание. Увидимся в следующий четверг. С вами был Международный деловой совет. Спасибо.